Да, есть вопрос. Скажите, пожалуйста, какая была необходимость выделять 22 апреля уголовное дело в отношении Сакимбаевой в отдельное производство, материалы дела в отношении этого, в отдельное производство? Какая была необходимость, если еще Узбеков еще не заключал никакого соглашения о признании вины? Здесь в дополнение позиции Генеральной прокуратуры тоже необходимо отметить, что получение взятки и посредничество во взяточестве – это совершенно разные преступления, хотя и они взаимосвязаны, у которых своя объективная сторона, свой субъект преступления. В связи с этим следователем было принято, следователь, воспользовавшись своим правом выделения уголовного дела, он выделил в отношении Сакимбаевой уголовное дело и присвоил к номеру литер А. Не, ну вот смотрите, еще до выделения они оба были задержаны. То есть в отношении них уже велось уголовное дело в рамках одного производства. Почему вы не продолжили дальше? Почему вы выделили? Зачем? Какая была необходимость выделять? По имеющейся информации, следователь по именно этому делу возбуждал уголовное дело по факту. То есть по факту вымогательства взятки. В ходе расследования уголовного дела следователь не мог знать, что передача взятки будет через посредника. В связи с этим в ходе следствия он установил, что посредническими действиями Сакимбаева передала взятку, которую она ранее получила у Абдыкариевой. В связи с этим следователем было принято решение о выделении в отношении Сакимбаевой в отдельное производство. Ну вот, вы же читали постановление о возбуждении уголовного дела, оно прилагалось к ходатайству. Оно возбуждено еще 13 апреля. И там написано, что Абдыкариева обратилась с заявлением о том, что этот вымогает взятку через Сакимбаеву. То есть Сакимбаева уже фигурирует. И потом она была задержана тоже. В данном случае зачем было выделять? Икрамидин Азирович, я вынужден вмешаться опять-таки, да? Вы сейчас обсуждаете те обстоятельства досудебного производства, которые считаете, на ваш взгляд, неправомерными, да, какие-то действия, да? Но это сейчас никаким образом не влияет на и не расширяет предмет нашего рассмотрения. Давайте ближе к теме. Ваши вопросы. Хорошо. Почему не вынес постановление о прекращении дела по факту вымогательства взяткой, которое уже раньше было предъявлено следователь? По данному вопросу следователь УГКМБ по городу Бишкек дал необходимую юридическую оценку, переквалифицировав деяние с деяния Узбекова, да? Вы имеете в виду эту часть, да? Он принял решение о переквалификации деяния с 343 на 342, то есть тем самым дал юридическую оценку действиям Узбекова. Этим и исчерпывается его решение. А как вы относитесь к той норме УПК, где написано, что если в какой-то части обвинение не подтверждается, то оно должно быть прекращено? А где прекращение? Он юридическую оценку дал своей переквалификации. Ясно. Еще вопросы есть у вас? Самат Хаштобекович. Вопросов нет, спасибо. Уважаемые судьи, вопросы есть? Давайте. Вот скажите, пожалуйста, когда выделены уголовные дела, два уголовных дела получается, да, отдельные, самостоятельные. Как бы есть основное дело, есть выделенное уголовное дело. По одной фабуле, да, дело происходит, как бы по одному преступлению, да, по получению взятки или вымогательству взятки. Когда выделяется по отношению друг к другу, кем они становятся? Свидетелями?
на примере, да, Да. хотя бы вот по Да, Сакимбаевой на примере вот постараюсь объяснить. Да. По отношению к друг другу они будут свидетелями. То есть Узбеков будет по делу Сакимбаевой свидетелем и наоборот, да? Ну вот, то есть, например, процесс проходит, вызвали его в качестве свидетеля. Свидетель обычно дает показания, что он как бы не дает ложные показания, это несет ответственность соответствующую, да? Вот как стыкуется? Вот он же показания дал, да, и в то же время говорит, что я как бы ложный, ну, я не должен, я беру ответственность за свое ложное показание, да? Вот вы не видите вот здесь некую правовую проблему в данном случае? Если следовать буквам уголовно-процессуального законодательства, то, например, при расследовании уголовного дела, при производстве следственных действий, например, по уголовному делу в отношении Узбекова, на практической деятельности следователь будет предупреждать об уголовной ответственности Сакимбаеву. И, соответственно, наоборот, да? У меня есть. Зачитайте, пожалуйста, еще раз норму УПК, которую вы привели в своем выступлении по поводу обязательности судебных приговоров. Обязательности. Вы сами сослались. Статьи 95 Уголовно-процессуального Хорошо. кодекса Крымской Давайте, Республики. зачитайте его. Согласно данной норме, то есть статьи 95 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, вступивший в законную силу приговор, а также вступившее в законную силу другое решение суда по делу, разрешающее его по существу, обязательно для всех государственных органов, организаций и граждан в отношении как установленных обстоятельств, так и их правовой оценки по отношению к лицу, о котором они Я вынесены. К чему это вам говорю, да? Выступая особенно по вопросам права в Конституционном суде, нужно очень четко понимать свою позицию. И нельзя вводить в заблуждение, тем более суд. Вы, оценивая данную норму, сказали, что он касается, преюдициальность этой нормы касается только в отношении лиц, в отношении которых был вынесен приговор. А до этого видите, что там написано, да? В отношении установленных обстоятельств. Каких-либо обстоятельств по делу, не всегда связанных, скажем, с конкретным лицом, а вообще какие обстоятельства в данном случае привели к конкретному уже приговору по поводу этого. Это я вам просто говорю в качестве на будущее, чтобы вы учитывали. Если вы ссылаетесь на нормы права, вы должны очень четко понимать свою позицию, не нарушая при этом, да, скажем, содержательную часть той нормы, которая говорится. Хорошо? Да, присаживайтесь.